Здравствуйте! В эфире рубрика «Интервью». Я Марина Конодакова. В последнее время мы нередко слышим о реорганизации того или иного федерального органа, и каждый раз это не может не беспокоить. Одно дело решать вопросы в Абакане, другое – обращаться за пределы региона. Последние новости пришли с таможни. Управление ею переходит в Красноярск, и эту тему мы обсудим с гостем студии. Это начальник таможни Сергей Авдеев. Здравствуйте, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, Марина. Расскажите, пожалуйста, какая реорганизация ждет таможню, как будет меняться ее работа и когда это произойдет? Действительно, Марина, таможня, не только Хакасская, а все таможенные органы Российской Федерации сейчас находятся в режиме реформирования. Во всей системе таможенных органов России, и мы здесь не первые, происходит разделение таможенного контроля на контроль документальный и контроль фактический. Это федеральная программа, она работает с 2018 года, будет закончена в 2020 году, она поэтапная. Документальный контроль, это проверка деклараций в первую очередь, она будет производиться в специализированных таможенных органах, так называемых электронных таможнях, в которых в свою очередь будет создаваться центры электронного декларирования, посты электронного декларирования. И весь массив таможенных деклараций, это, в общем-то, наша основная работа, проверять таможенные декларации на товары. Они будут сосредоточены именно в этих специализированных таможнях и специализированных таможенных постах. А таможни, которые будут находиться на местах, они будут проводить фактический контроль, досматривать товары, проверять физических лиц, которые пересекают границу, проверять посылки, которые получают граждане, оформлять автомобили и прочее таможенное оформление останется в таможнях так называемых фактического контроля. И действительно, с 17 сентября Хакасская таможня будет реорганизована в таможню фактического контроля. И вот как раз массив деклараций, довольно большая часть деклараций перейдет на оформление, на проверку в другие таможенные органы Сибирского таможенного управления, в Центре электронного декларирования. И я вот немного поправлю вас, мы не переходим под управление Красноярской таможни. Я это как раз хотела уточнить. Да, Марина. Все-таки руководство будет это самостоятельный орган здесь? Нет, Марина. Или он будет подчиняться вот этому управлению? Да, Марин, это важно для нас принципиально. Хакасская таможня как работала, так и работает. Никаких реорганизаций ее нет. Происходят только штатные мероприятия. У нас несколько человек будет сокращено, переведено как раз для создания новых таможен электронных. Другие таможенные органы мы отдаем эти ставки. Но таможня, она будет находиться в Хакасии. Руководство, начальник и должностные лица, это Хакасская таможня, они останутся здесь. А вот в Красноярске как раз 15 августа была создана новая сибирская электронная таможня. Ее зона деятельности – проверка деклараций всей Сибири. А с 17 числа там будет создан пост, электронный пост, сибирский таможенный пост, Центр электронного декларирования. И он заберет как раз массив деклараций, которые оформлялись в том числе и в Хакасской таможне. Эта реформа, она поэтапная. И я надеюсь, что результаты будут, скажем, положительные, как и для таможни. То есть мы более профессионально будем проверять декларации в одном месте, более быстро их проверять. А участники внешнеэкономической деятельности со своей стороны этих изменений, в общем-то, и не заметят. На это нацелена наша работа. Давайте об участниках, как это отразится вообще на жителях Хакасии, мы позже поговорим. Я хотела один момент уточнить. Вы говорили, что эта реформа проходит по всей стране. То есть наша республика, она не уникальна, она не единственная, где таможня часть своих полномочий передает в другие централизованные управления. Да, совершенно верно. Она началась в 2018 году, и уже управления Поволжья, Урала, Северного Кавказа работают по этой схеме. И в этом плане Сибирскому таможенному управлению, скажем, повезло. У нас есть опыт других наших коллег в других регионах, мы его применяем. И как раз этот переход на разделение контроля, он, для нас и для участников, он будет, я надеюсь, безболезненным и абсолютно, в общем-то, незаметным.
А как можно это обещать, например, тем же жителям Хакасии, которые так или иначе сталкиваются с услугами таможни, и тем более, как это можно обещать бизнесу? Все-таки, наверное, людям было спокойнее, когда здесь есть свой орган, можно было прийти на проспект Дружбы народов, решить вопросы со специалистами непосредственно вот вживую, в личном разговоре. Вопрос абсолютно закономерный, но таможня уже несколько лет, скажем, проверяя декларации, перешла на технологии таможенного контроля электронные. То есть мы, по сути, никаких документов на бумажном носителе уже не видим. И оформление, именно таможенный контроль декларации, он происходит дистанционно в электронном виде. Они попадают нам через сеть интернет в формализованном виде, и инспектор вообще не общается с клиентом. И это целенаправленная работа, как раз отделить инспектора от участника внешнеэкономической деятельности. Это уже более 5 лет происходит, и поэтому я почему уверен, что это будет безболезненно и малозаметно для участников. Правила таможенного оформления, правила, порядок, он абсолютно одинаковый во всей стране, и требования практически везде одинаковые. Вот. Но мы с вами говорим о коммерческом товарообороте, когда товар декларируется партиями, крупными, мелкими, но это бизнес. А с таможней сталкиваются же еще и физические лица, граждане. И вот как раз для физических лиц, для граждан, которые проходят оформление в Хакасии, для них вообще ничего не изменится. Все они также смогут Совершенно сделать. верно. Перегнал автомобиль и также здесь его верно. Также он зарегистрировал. прилетел или улетает на курорт, его также будут встречать наши хакасские таможенники с теми же самыми требованиями. Также он будет получать посылки, также мы их будем оформлять. Поэтому именно для граждан, для физических лиц вот эти изменения останутся незаметными. Вот что касается еще этого электронного документа оборота, да, все-таки вот это централизованное управление в Красноярске, не будет ли так, что эта система будет как-то зависать? Вот что гарантирует таможня нашему бизнесу в этом плане? Это действительно проблема, это функционирование наших программных средств. Сейчас все завязано на компьютерах. И наша федеральная таможенная служба, благодаря и различным программам, которые правительство Российской Федерации осуществляет, очень много внимания уделяется бесперебойной работе вот этих компьютерных средств. У нас есть системы бесперебойного энергоснабжения, у нас система проверки декларации, она, скажем, дублируется, разветвляется, чтобы как раз вот этих срывов, связанных с технической стороной, не было. И вот эти все сбои технические все равно, ну, они иногда происходят. Либо электричество, да, вот даже в обывательском смысле, либо провода какие-то, нарушения связи. У нас все системы компьютерные, они дублированы. У нас есть основная система связи, есть запасная. У нас есть основная система энергоснабжения, есть запасная. Поэтому мы к этому ко всему готовы. А вот как раз в центрах электронного декларирования, вот в Красноярском, да, центре, вот этим системам будет уделяться первоочередное внимание. То есть там будет и новая компьютерная техника, и новые системы связи. Поэтому этот вопрос нам, скажем, важен для нас. Он практически первоочередной. Мы в этом плане тоже работаем. Вы уже упомянули, что часть сотрудников у вас будет сокращена. Все-таки эта реорганизация насколько больно ударила по таможне, по хакасской таможне? Мы ожидали, да, эту организацию прогнозировали, и поэтому основная масса должностных лиц, которые попали под оргштатные мероприятия, они, ну, я с удовлетворением отмечаю, они все равно нашли работу в нашей таможне, потому что некоторые перешли на работу в ту же Красноярскую таможню, вновь создаваемую. Некоторые, да, действительно уволились, ну, по личным обстоятельствам, кто-то уже и по возрасту. Поэтому, ну, для себя как бы мы с удовлетворением замечаем, что это, ну, практически безболезненно. Вот буквально один человек у нас, ну, с таможней попрощается с 16 сентября. Ну, надеюсь, он тоже где-то будет востребован, ну, в других сферах деятельности. Сергей Анатольевич, всего один человек. Из 10, да. Все остальные останутся в таможне. Один человек ушел, 3 человека, но они по личным обстоятельствам, 4 человека по личным обстоятельствам уволились, кто по возрасту, кто по, ну, другим направлениям жизни. Да, но вам очень повезло, потому что иногда реорганизация очень... Людям повезло, мы сохранили сильно. достойных людей, достойных специалистов, и нам это тоже очень приятно.
Скажите, а вот 17 сентября, значит, заработает этот центр в Красноярске, а дальнейшие какие-то еще изменения будут до конца года вот в работе таможни в связи с этой реформой? Нет, каких-либо других изменений до конца года в работе таможни не будет. Вот это постепенное реформирование, когда все оформление во всех таможнях всей Сибири будет передано в Красноярск, вновь создаваемую таможню, должно произойти в конце 2020 года. И вот все таможни Сибири будут таможнями фактического контроля. Мы как раз практически в середине этого пути именно Хакасия. Уже Алтайская таможня перешла, Тывинская с 15 августа, следующие мы, а потом все таможни станут такими же таможнями. Все идет планомерно, все по плану. Что ж, я благодарю вас, что вы пришли и разъяснили нам эту тему. Спасибо, Марина, до свидания.